Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы будем разговаривать о лезгинском народе. Гость у меня Асад Али Каримов. Вопросы, которые мы будем с ним обсуждать, интересны всем. И думаю, вам будет очень приятно услышать и комментировать наш разговор. Приветствую, Асад. Как дела? Добрый день. Спасибо, дорогой. Мне тоже очень приятно, что вы нашли время и понимание друг друга в эти тяжелые времена. И нам надо, конечно, всегда найти общие соприкосновения, как в жизни и истории и так далее, как соседские народы. Вот. И мне очень приятно, что знаком с вами. Я ваши видео тоже слушал до этого про историю местную, кавказскую нашу, близость нашу. И мне интересно стало, естественно, я с вами тоже связался, мне есть тоже о чем поговорить. Много чего накопилось. Я надеюсь, мы сегодня конструктивнее хоть что-нибудь общее и выведем для всех слушателей, кто нас увидит, услышит. Когда я год тому назад начал развивать тему дома Таргамаса, я не случайно взял эту тему. У меня очень много друзей по жизни. Я очень работал в Москве, работал, часто был на Кавказе, в основном Грозном, в основном. До 93-го года, до Первой войны. Два раза Назране был, в основном Грозном, Владикавказ. Естественно, так, в сторону Дагестана нет, ни разу не был. По работе не был просто. А друзей и знакомых очень много. Смотри, вот у нас по Кавказу на обе стороны есть недопонимание темы. Обе стороны. И там, и тут. Когда я поднимаю вот эти вопросы, надеюсь на то, что я правильно говорю. С точки зрения целостности понимания истории правильно говорю. И когда включаются разговоры некоторые товарищи из соседней республики Азербайджан, они начинают, я для них делаю напряжение. Почему я поднимаю вопрос коренных народов? Вот я бы хотел, чтобы мы сегодня разговаривали о истории лезгинского народа. Я кое-что знаю, не все, естественно, но кое-что знаю. И знаю, что лезгинский народ является государствообразующим народом. И эта значимость лезгинского народа как-то утратила сегодня. Очень мало людей помнят, что когда-то лезгинский народ был государствообразующим. Смотрите, на Кавказе армяне, грузины и лезгины. Те, которые до Рождества Христова или до нашей эры имели государство. Остальные народы Кавказа и Кавказского региона на обе стороны, они позже притянулись и сделались государственным образованием. В том числе и Северного Кавказа. Это не в обиде никому, это исторические факты. Когда мы говорим о исторических фактах, тогда уже надо понимать, что кто-то раньше созревает, кто-то позже созревает. Нормально, природа. Поэтому я бы хотел, чтобы ты изнутри, как лезгин, сказал, как ты смотришь на то, что коренные народы, эти же коренные народы Кавказа, как коренные народы, как вы представляете будущее лезгинского народа, исходя из того, что у вас есть право государственно образующим или вы титульная нация? Пожалуйста. Спасибо, спасибо. Исходя из истории дома Таргамоса, который вы озвучили, да, как бы древнее даже христианства. Да, вы правильно сказали, лезгины, как Восточный Кавказ, Западный Иберия, там Армения посередине. Мы как бы раньше времени созревшие народы, которые шли в ногу, рядом, один в один, и росли до определенного момента.
Но с распадом Кавказ-Албании началось немножко иное разделяй и властвуй разных империй. И само вот эта величина кавказо-албанских земель от Кура-Аракса до самого Терека, примерно, да, обширные, вот большой, огромной территории, сложно было сохранить как бы единый, как вот, когда с севера одна империя, с юга другая империя, сжалось, да, все сжалось, и в определенной части теряя, и в концовке дошло до того степени, вот примерно в 18 году лезгины были уже как титульная нация, политические, которые влияла на Восточном Кавказе, в 18 году окончательно было отстранено от политически всего. Ну, считай, с 18 года, сейчас уже сколько, 200, почти 200 лет лезгины, можно сказать, полностью утерян политически, ничего нету. То есть, вот, примерно вот так. Ну, по поводу титульной нации, да, вы сказали, другие народы позже пояснили, но титульной нации о чем говорится? Ведь Кавказ-Албания, да, которая образовалась примерно в 4 или в 3 веке до нашей эры, примерно в это время образовался, а до этого все земли были, как дом Таргамоса, поделены между сыновьями. А потом началось это разрушение и объединение в разных формах, да, вот Иберия, Армения, Албания. Вот. Кавказ Албании, когда образовался, столицей где было Кавказ Албании, если вот так, город Кабала, город Портал. Это примерно лезгинские земли, которые лезгины живут и по сей день вокруг этих городов, сел, все лезгинские. Вот. И когда говорят, нет, Албания, это лезгины не титульная нация, я говорю, давайте возьмем, да, любой город, столица образуется, когда любое государство, царство, она образуется именно там, где находится титульная нация. Согласен? Вот вокруг столицы всегда титульная нация образовывается. Даже после того, как Албания распалась, да, вот его разбили, опять же те же ханские всякие эти появились. Потом, когда начали упразднять Российской империи и Иран, разделять Ширван и Дагестан, вот сначала Азербайджана не существовало, был Ширван, Дагестан, разделять наши же территории. Дагестан доходила до города Сумгаита практически, большой Дагестанской области. Это и все земли лезгинские почти охватывал, полностью все. Вот тогда тоже в этой Дагестанской области, столице, первый был Дербент, потом его перенесли в город Куба, потом город Кусары, а потом опять город Дербент. До того времени, пока в 18 году вот, Тимур-Шах, вот это Буйнакс, город Буйнакский не состоялся и окончательно не разделили лезгинскую границу, самурскую, не провели, и столицы перенесли один часть на север, второй на юг, Баку и Махачкала, вот город Петрозаводск. И вот с этого момента, то есть центральный политически формирующий вот это формат столицы вокруг населения было перенесено. И еще мало что перенесено, оно было разделено. То есть часть народа лезгин разделили в другую, в север, в другую, в юг. Да? Хотя говорят административные всего лишь, да, типа разделение. Но в любом случае, когда ты субъект, относишься, в столицу едешь, один лезгин едет в Махачкалу, другой в Баку, это в разные направления, это, понимаете, все равно разделение происходит. Вот. Но сегодня историю, конечно, надо знать, да. Если ты историю не знаешь, то как народ ты не можешь формироваться. Историю надо знать. Но сегодня сложно становится тем, что наш народ вот эти 200-300 лет практически были отрезаны от истории, своей лезгинской истории. Даже в дагестанской истории и в Ширване-Азербайджанской, который позже образовался, истории в школах мы вот проходили, там лезгинского, чистой лезгинской истории, там 2 строки, больше ничего нет. Мы изучали, получается, ту историю, которую нам
вот уже в конце навязали. А до этого все чисто лезгинский, который в ногу шел и с армянской, и с грузинской. Нету ничего. Мы не знали. Если бы мы это все знали бы хотя бы, да, все точностью, я думаю, мы давно бы, самосознание лезгин давно бы уже созрело бы, созрело бы. Но мы не знали, ну, наша ли беда это, или такая карма у нас. Ну, тут вопрос уже иной. По поводу Азербайджана. Азербайджан появился, мы все знаем, да, в силу договора Ленина с Ататюрком. Для этого такого понимания Азербайджан даже не было. До этого просто даже остатки сабайзидов, сельджугов, всяких кыпчаков, которые сюда были переселены, их называли просто мусульманами или татарами. Мы не знали, что такое Азербайджан, есть такое понимание, кроме как арабы назвали какой-то район иранский, северный, Азербайджан. Больше мы ничего не знали об этом. Ну хорошо, но в силу там каких-то трений Ленина с Ататюрком они создали такой, да. Я думал, они, иногда, когда читаю, я понимаю, что это было временно создано, временно. Они думали дальше больше получить там, допустим, коммунистическую Турцию. Азербайджан должен был в Тебриз переселиться, то есть как Азербайджан. И на этом месте Лезгине должно было быть, появиться. По идее, да, коммунистов было такой, у Сталина была такая программа, данная такая. И Армения, вторую часть, должна была присоединиться. Было у Сталина такой, но не получилось. После 1946 года войны это должно был Сталин возобновить по ходу, но не получилось там, да. Мы знаем, что там ядерная бомба появилась в США, и все перевернулось, да, остановилась вся эта походы Советского Союза, так называемого. Но как бы там ни было, сегодня реалии иные у нас. У нас очень сегодня сложные реалии, геополитические даже. Нам надо восстановить свою историю, восстановить в полном объеме. Надо со всех рупор говорить. Самосознание лезгина должен проснуться, что он титульный народ. Даже не будут касаться исторические переписи тех времен. Сегодня даже взять, если, да, в Азербайджане около миллиона, даже больше лезгин сегодня, которые сегодня как лезгины. Я не говорю про криптолезгинов, которые знает, что он лезгин, но языка не знает, да, о азербайджанском языке разговаривает. Я про них не говорю. Я даже тех лезгин, которые говорят на лезгинском. В самом Дагестане 500 000. Но это самый, я не говорю еще в России, в советских республиках, об этих я даже не считаю. Но это самый такой этнос крупный получается из нахско-дагестанских групп, да, вот восточных, самый крупный этнос. Это уже само по себе говорит, что в то время то же самое было, самый крупный этнос был. А как всегда, титульный любой царской государственности везде самый крупный этнос и выступал, и вокруг себя объединяла остальных. Но сегодня этого не хотят услышать. Как вы сказали, злятся те же азербайджанцы, потому что почему? Им невыгодно, чтобы знать, хотя они сами признают, что лезгины второй народ по численности в Азербайджане, сами признают, знают это, так и написано даже сегодняшний день. Но они не хотят эти вопросы услышать, поднять это, потому что для них это как бы угроза, они считают, с точки зрения государственной безопасности. Хотя вот я сам с Хусары, лезгин, да, мы однократно поднимали вопросы, давайте сохраним государственную целостность Азербайджана, просто сделаем федерализацию. Тот же самый Ладжистан, Лезгистан, который и в арабских источниках есть, и, ну, я уже не говорю про претендовать на всю албанскую историю до самого Кура-Аракса, Лезгистан. Я об этом не говорил. Я говорю хотя бы, поздние истории, вот это Лезгиния, Лезгистан, которые есть в арабских источниках, вот Кавказская хребта, да, Кабала, Исмаил, Хусар, Куба, вот это. Давайте зафиксируем, как это, федерализацию сделаем, автономию зафиксируем, но не хотят. Смотрите, картина какая. На мой взгляд, я человек со стороны смотрю.
Как бы я хорошо знал историю или плохо знал, я знаю только одно, что когда мы говорим титульный народ, мы говорим о праве. Это право, это наследственное право народа. На Кавказе, когда мы говорим наследственное право, мы говорим, что эта дочка вышла замуж за того-то, там зять хороший, этот плохой. Мы вот эту юридическую часть наследственного права мы не хотим связать с правом государства. А вы, что значит наследственное право? Я извиняюсь сейчас. Когда англичане открывают свою карту, они говорят, у нас король, это наше наследственное право. Романовы говорят, это наше наследственное право. Он Роман. Теперь, когда мы говорим о наследственном праве албанского государства, мы должны, какая нация? Значит, нация – это лезгины. Хорошо. Когда лезгины должны знать, что когда говорят лезгинская нация, значит, у них был король, у них был царь. То есть они должны озвучить, кто был он, кто был он. Как бы ни трудно было об этом говорить, надо говорить, что царь такой-то основоположник государства. Поскольку, когда мы говорим лезгинский народ, почему мы, армяне, говорим Тигран Великий? До Тиграна очень много царей было. Очень много. Почему именно? Потому что это тот человек, который оставил в истории вот этот след, и только название его рушит все стереотипы, говорят, ну невозможно. Раз Тигран Великий, ну это есть. Там 82 оперы написали европейские композиторы. То есть, несмотря на то, что мы говорим, что это Тигран Великий, они подтверждают. Поэтому я, сколько бы ни изучал историю, если ты меня спросишь, назови имена двух царей, если я не знаю. Я знаю Бачана, царя государства. Это я знаю. Я не знаю, он был лезгин, не был лезгином. Вот для меня это важно, услышать от вас. То есть, если где-то я узнаю об этом, будет то есть, еще одна лепта в истории со стороны для меня, как человека, изучающего культуру. И второй вопрос. Вы, я вас идентифицирую, так? Через язык. Сейчас мы с вами общаемся на русском языке и говорим о башнах, о лезгинский народ. Ну, я знаю, что есть азербайджанский народ, язык. Спасибо, хорошие вопросы, конечно. По поводу права. Вот по поводу права на наследие, да, истории и так далее. Но она сама по себе уже написана от само имя лезги как народ. Оно есть, вашу передачу я в прошлый раз слушал, она есть на озере Ван, Аратте, поселение Лески, но Лески и Лезги это одно и то же. С буква это латино-греческого произношения, который позже переобразовался на арабское произношение З. Это одно и то же. Даже Страбон писал леги, да, без буквы С, З, просто леги. Это то же самое. 4 буквы, одной буквы нет. В принципе, сущность один и тот же. Тот же там же, как вы сказали, конь, лезги, конь у армян, который подарен, мы так считаем, подарили албанские эти лезгины. Почему лезги конь вы как-то подняли это, почему это назвали, да? Я объясню, почему арабский скакун. Вопрос возникает. Ну, его же не назвали персидским скакуном, назвали арабским скакуном, значит, арабской породой. Также и лезгикон, лезгинской породы, который был подарен в честь дружбы, наверное, албанского царей с армянской, не только дружбы, они раньше такое было. Близкие народы, соседние цари друг другом сватали дочерей, сыновей, ну, как бы, да, вот было такое. Это считалось престижем дома царского и так далее у народов. Поэтому у нас много тесно связано также с Арменией, с Иберией и с Лезгинской царской. Вот это Вачигана, Урнайра, там есть такие. Но сейчас многие ставят, но там же не написано, говорит, у Вачигана он был лезгином или у Урнайра.
Ну хорошо, а что обязательно? А что, разве у Тиграна было четко написано, он армянин? Нет, он же возглавлял просто Армению страну. Ну кто-то, ну, а что теперь армяне должны сказать, нет, он не армянин, что ли, если он Армению возглавил? Конечно, он армянин. Но он не писал, да в то время цари не писали такие вещи. Ну, так же у нас, да. Но почему он армянин? Потому что титульный народ в Армении, который составлял большинство, это армяне. Естественно, исходя из этого, все считают, что он армянин. Я тоже так говорю. Почему он лезгином? Ну, лезгином больше относится. Да? Во-первых, столица находится на ареал обитания Лезгин. И по численности, титульный народ, ну, по численности, лезгины самый большой вокруг этого. Значит, и царь, наверное, был с этого народа, как обычно бывает все время. Ну, но это начинает оспаривать, почему я должен доказывать? Это вы докажите, что он не так. Я вам дал все факты, которые в мире так и происходят. Китайский день там власти тоже, что Япония, что было, что Россия, как вы сказали, Роману, из Руси, ну, везде она так. И у нас то же самое. Почему мы как-то отличаемся, что ли? Когда дело до лезгин доходит, у нас не так, что ли? Так не бывает же. Вот. А по поводу языка, лезгинский язык, понимаете, сегодня лезгинский язык не услышано вами и другими, потому что наш язык, кроме как разговорный, вот в школьной скамье есть, и народе, да, разговорный, дальше не проходит, институализация не происходит. То есть в сферу политические, административные, как ресурс не используется. Поэтому его не увидишь, не слышишь, получается. Кроме как сами лезгины там где-то прочеркнули или сказали, а, допустим, грузинские, армянские, другие языки можно увидеть. Даже вот приезжаешь в Армению, алфавит, армянский язык везде указаны, да, в магазинах там и так. Но где сегодня лезгинский язык, даже в Азербайджане на магазине на лезгинском языке ничего нельзя писать. Это табу. А где наше право тогда? Вопрос возникает. По поводу титульной нации, наше право написано в истории, древней истории. Оттуда идет, вы понимаете, ареал обитания истории. А по поводу государствообразующего народа, по праву, после истории идет, написано в Коране. Каждое племя имеет право быть хозяином своей земли, чтить свой язык, сохранить историю, передавать и тогда и защищать. Ну, еще дальше идем, по-современному. А это право у нас написано в международной праве. В конце концов, на этой планете. Почему мы не можем это право использовать? Почему нам запрещают? Почему, ну, это понятно. Почему вопрос это глупо даже задать? Это понятно. Одно хочет свое, другое хочет, мы зажаты. Мы, знаете, сегодня почему не можем... У нас точки опоры нет, чтобы об этой праве заявить, ну, как следует. Точка опоры. Как вот примерно мы сейчас в том положении, когда в 1915 году вот армяне оказались, когда Османская империя начала распадаться, а новые турецкие разоружила это оружие, забрала армию, армян, которая входила, и у армян не оказалась точка опоры для сопротивления. И в силу того не оказалось, и ослабеть начало. И хочешь не хочешь, армянские силы начали опираться на русскую армию, ну хотя бы на что-то опоры. А нам на что сегодня опираться? Вот мы точно такой же позиции. Войны, но тогда еще русско-турецкая война шла, да? Ну, скажем так, сопротивление. Но во время войны еще легче как-то опираться, какую-то часть взять на какую-то сторону и опираться и свои дела делать. Но сегодня мирное время. Сейчас вот здесь пока нет войны. Конкретный такой. А в мирное время на кого опираться? Никому не нужен. Ни туда и ни там. А на кого опираться? И получается у нас точка опоры нету серьезной, чтобы о себе заявить. Понимаете? Это очень сложная ситуация, о которой многие говорят, да нет, вы сами не хотите там. Нет. Что значит не хотим? Ну сейчас, как это, подними бунт, подавить, уничтожить, ну ты же голыми руками. 21 век, в конце концов. Надо разумные вещи, разумно смотреть с точки зрения разумности. Вот. Поэтому
насчет права наследования я вам сказал, а насчет права государственного я вам примерно объяснил. Примерно. Вот такой позиции. Спасибо. Я бы хотел... Спасибо, что нет. Это очень важно. Мы можем договариваться. Лучше 50 лет сесть за стол переговоров, нормально договориться, чем вот выйти на тропу войны, и там, чтобы легли тысячи молодых неповинных ребят. Вот я сторонник того, чтобы не воевать. Ну, мы, люди, прошли какой-то путь, знаем, что такое и драка, и война, и оружие, это мы все знаем. Это нам не надо. Пусть будет этот карабин, автомат в углу где-то. Пусть она будет, это страховка. Но лучше вот так сидеть и разговаривать. Ну что я могу сказать? Когда ты говоришь, что нет опоры, да слава богу, вот есть, мы сейчас общаемся. 100 лет тому назад, чтобы люди вот так общались, им надо было 1000 километров поехать, чтобы с ним встречаться, обсуждать эти 1000 километров, вернуться обратно. Мы сейчас далеки друг от друга минимум 4500 километров. Слава богу, общаемся и понимаем друг. Я считаю, что вот эту платформу надо полностью использовать и выжить сок максимально. Выжить максимально. И молодое поколение, что им надо? Им надо уверенность, услышать от старших, что показывает правильный путь, достойный путь, и путь, который не ведет куда-то вниз, а постепенно поднимается. Если мы это все сделаем вместе, всем будет хорошо. Я постоянно азербайджанцам говорю, ребята, вы не азербайджанцы, вы тюрки. Вы тюрки, говорю, вы от меня не услышите, что вы азербайджанцы. Это стыдно. Почему я должен врать? Ну почему я должен врать? Политики взяли от вас, сделали азербайджанцев. Хорошо. Ну, я же знаю, что вы тюрки. Ты не согласен, что ты тюрк? Он голову опускает. Ну, ты говоришь, что ты тюрк. Тебе легче станет от этого, поскольку ты будешь часть правды. Хорошо, если тогда уже тебе не надо будет годами врать, что у вас история азербайджанская. Если считается что Азербайджан как государство не имеет. Ну, пришли, пустили там, ну, говорили, хорошо. Думать о месте, ничего с этого имеется, и местные что-то ничего не должны. Это обратно точки того момента, что уже местные должны получить свою долю. А это доля терроризации Азербайджана. Хотим мы, не хотим мы, неважно. Когда наши армяне ребята говорят, а как бы, я говорю, ребята, через дорогу трудно решать. Ну, один раз валит, 2 раза. В любом случае, итог войны за столом переговоров. Мы же читали историю. В конце должны сесть и подписать бумажку. А зачем воевать, что это русские решать? Лучше русские решать по столам переговоров. Ну, показать, есть оружие, есть братья. У меня сын есть, скажет, папа, кто тебя уезжает? Поэтому я считаю, на мой взгляд, использовать вот эту площадку максимально выжить, дать молодых в правильном направлении и нашим соседям, тюркам, кавказским тюркам, сказать, ребята, вы тюрки, вы не азербайджанцы. Когда мы говорим о азербайджане, этим абсолютно другое воспринимаем. Меняйте все это, и проблемы постепенно будут решаться. И слово тебе, потом, вот первый полчаса уже заканчивается, придем второй. Пожалуйста. Спасибо, Рамджи. Но, в принципе, ты правильно говоришь. Надо вещи называть своим именем, как есть, да, не придумывать, фантазировать там что-то. Вот лезги идет испокон веков, с 8 века до нашей эры. Да, сегодня мы донесли до сегодняшнего, что мы лезгины. Вот это лезги довели. Ну, это мы говорим о том, что есть, было и будет. То есть, да, это настоящее. Здесь придуманного ничего нет. Это история великая, да, такая большая, которую мы несем и несем и несем.
А Азербайджан, когда говорят, я тоже им говорю, да, вы посмотрите, когда это произошло. Вы что несете-то, ну, фантазию какую-то. Ну, сказать им турки, да, возможно, некоторые азербайджанцы, так называемые, примут вот этот, что он турок, да, но тогда сама идеология Азербайджана сегодняшней, которая поставлена властью над народом, чтобы вбивать в голову, чтобы быть хозяевами этой земли, лезгинской земли, так называемой Кавказ-Алманской, она исчезает. Но у Турции, у турка есть своя история. От сельджуков, оғузов, кыпчаков, она в Турции, в турецкой истории, четко описана. Кто такие, откуда, какие племена, как они двигались, куда и что. Все есть это. Там нету никакой Кавказ-Албании, понимаете? А когда азербайджанец говорит, я турок, ну, как положено, он говорит, он должен этим сказать, он отказывается. Тогда, получается, он должен признать, что лезгин здесь государство, образующий народ. Это их титульный народ, это их земля. Но у власти такой цели нету, вы понимаете? Власть наоборот все делает. Он говорит, не надо признавать туркам себя. Хоть ты турок, ну не признавай, скажи азербайджанец. А мы под Азербайджан пишем новую историю, которую воруем у лезгин. Вот их история это наша история. Понимаете, вот в чем заключается. И опять же, половина криптолезгин, так называемые сегодня, которые перешли на азербайджанский язык, там, они тоже, они же знают, что они лезгин. Тогда они должны объявить себя не турком, а лезгином, хоть языка не знают. Понимаете? И тогда не миллион, а 2-3 миллиона лезгин там выскочит, которые азербайджанизировались. Но это невыгодно никому, ни азербайджанские власти особенно невыгодно, потому что они претендуют еще минимум династии свои на 100-200 лет, пока нефть последней капли оттуда не выкачивают, понимаете? Это их логики, точки зрения. А с точки зрения геополитической, это пантюркизма, они вообще совершенно иные форматы идут. Нас тюркизировать, а нашу историю себе переписать, фальсифицировать и так далее. Поэтому как бы мы не призывали каждого из этих азербайджанцев назвать себя тем, кем он есть, на самом деле, без всякого фальши, туркам, лезгинам, талышам там, или даже удинам, армянином, который ассимилировался, да, там, они этого не сделают. Поэтому, как говорится, наше дело, конечно, говорить, но они не сделают. Но то, что вы сказали, любой мир лучше, любой худой мир лучше, чем война, да, если в конце приходится всего лишь договор подписать, да, соглашение. Но ведь мы же тоже предлагаем, мы же тоже говорим, давайте федерализацию мирным путем, чтобы в Меджлисе сидели от лезгинской территории, лезгинской делегации, от талышской, я это уже озвучивал несколько раз. И мирно сосуществовать, и каждый вот у нас вот обозначение федерализации лезгинских земель, лезгинский язык был титульным языком, как положено. Но они опять, я же говорю, они опять упираются на то, что как только федерализация произойдет, история, действительно, лезгинские территории, лезгинская история будет раскрыта уже полным ходом, правильно? А это получается, остальные территории тоже лезгинские, понимаете? Но им невыгодно опять они упираются на то, что они хотят чужое хапать. Вот вся беда. У них в голове сидит это. Вот чужое это наше. Все, никаких вопросов. Поэтому мирным путем, как бы мы ни хотели, сколько бы ни, нам не дадут этого делать. Сами не дадут. Вот власть не дадут. Кто не хочет мирным путем это сделать? Разве у меня какой-то там азербайджанец, который в огороде копается, он мне разве враг? Нет, конечно. Что он не может делать? Он ничего не делает. От него ничего не зависит даже. Так же, как от другого лезгина, который в огороде копает. Тоже много ничего не зависит. Все это же властные делается. Все это делается с такой еще они, мало ли что, они историю фальсифицируют, воруют. Они же экономически ставят такие тупиковые барьеры, чтобы лезгины выезжали отсюда. Понимаете? Если можно, мы эту первую часть закончим и сделаем вторую часть. Эту первую часть закончим и сделаем вторую часть.